И пусть уже не 8 марта, мы продолжаем рассказывать о наших женщинах. Они этого достойны круглый год. Героиня следующего сюжета Елена Михайловна Чарина. Фронтовик. Она 4 года простояла на передовой во время Великой Отечественной войны. Как медсестра оказывала первую помощь пострадавшим. Сама трижды чудом спаслась от смерти. В мае Елене Михайловне исполняется 100 лет. Имела честь познакомиться с легендой Анна Зубарева. В окоп поставишь и над окопом положишь там, и все видно, как они убегают. Фронтовик Елена Михайловна Чарина вспоминает, как в 44-м смотрела через стереотрубу за тем, как отступают немцы. В годы войны прошла через Мурманское направление, Украинский фронт, затем был Белорусский, Восточная Пруссия и, наконец, Прага, где ее застала новость о победе. С 42 по 45 работала медсестрой и всегда на передовой. Оказывала первую помощь пострадавшим. На войне страдали не только от ранений. Проблема голода стояла остро. Одно время даже вообще ничего не было. Утром пшенная каша, ни масла, ничего. Вот, пшенная каша. В обед пшеный суп и ломтик черного хлеба. Вечером то же самое, пшеная каша. И я до сих пор пшено не люблю теперь. Так тяжело с пропитанием было в Мурманске. С диагнозом алиментарное истощение без конца отправляли солдат в госпиталь. Елена Михайловна сама сейчас признается, не понимает, как выжили. На Украине и в Белоруссии тоже было не сладко. Там шли вперед день и ночь, спали редко и где придется. Вот, например, мы где-то в Белоруссии зашли в какой-то сарай большой, и там в мешках хлеб убирали, а я взяла да на один мешок, присела, а на другой голову приложила и заснула. Так уснула крепко, ничего не слышала. А там, оказывается, снаряд около дверей разорвался, а я спала и не слышала. Когда вышла из сарая, увидела, как рядом разорвался снаряд. А на земле валяются только бумаги, на которых написано «Чем можем, поможем». Это наши вложили вместо взрывчатого вещества. И как же повезло Елене Михайловне, что оружие оказалось не настоящим. На всю жизнь в памяти нашей героини осталась артиллерийская подготовка. Всегда выглядела страшно и жутко. А когда подготовка, то и все виды орудий бьют. А если солнечный день, то солнца не видно. Все, дым стоит, дым. И даже несмотря на все чудовищные условия, сейчас она жалеет не себя, ту, которая чудом осталась жива, а, поверите, лошадей. Первое время именно они возили оружие, утопали в грязи, но шли дальше. И жалеет Елена Михайловна и сейчас, и тогда не себя, а их, потому что женщина. Тяжело им было. А когда ранят, какими глазами смотрят человеку. Я не могу, я до сих пор лошадей прям люблю и не могу спокойно. Так мне их жалко было, раненых лошадей. И такими глазами на человека смотрят, мол, больно мне, помоги. Машины начали давать только в мае 44-го. Елена Михайловна вспоминает еще одну историю. Однажды со своими товарищами сели под большое дерево. Связисты должны были выйти на своих. Мы там присели под этим деревом, и пока они поговорили, организовали, поговорили и пошли. Командир сказал, как нам оттуда идти. Встали и пошли. Только отошли в сторону, прямо, я не знаю, минут 5. Только отошли так вот вперед, в сторону. Хоп, 3 снаряда летят прямо. Командир кричит, ложись. Мы все легли, на нас только мелкие такие осколки. А потом мы смотрим это дерево, кверх с корнем уже. С такой здоровой дерево, 3 снаряда прямо на дерево попали. Бог уберег еще раз, когда в этом же 44-м году командир полка отозвал группу с наблюдательного пункта в штаб. Мне солдат говорит, может быть, помоешься, пока они в штабе там будут. Я говорю, нет, я мыться не буду, потому что вдруг да не успею. А вот голову я говорю, помою. Так сказал, вот послушайте, дальше интересно. Я, значит, голову намылила, и они подходят, мои ребята. Подходят и говорят, о,
Ты, оказывается, нам вела, нам сказали, чтобы мы доехали и посмотрели, мост целый или нет. Там отступили немцы, а я говорю, ой, а что тогда мне делать? Я говорю, ну тогда, если есть время, я сейчас быстренько сполосну. Вот. А они говорят, да не надо ничего сполоснуть, нам только посмотреть, мост целый или нет, и придем и доложим. Мы возьмем у тебя индивидуальные пакеты и сами себя обслужим, если что, вдруг ранит кого-то. Это был уже вечер, а на утро первое, что услышала, как осталась жива. Друзья же твои погибли. Оказалось, 5 расстреляли немцы, 1 ранили, а машину сожгли. Вот. Если я там была бы, вот это точно так было бы. Или вышла бы, и меня бы постреляли бы. Или же в машине сгорела бы. А вот как получилось. Как бы... Бог уберег. Бог меня как разберег. Надо, я все думаю, этому солдату большое спасибо. Предложил мне искупаться, а я купаться не стала, а голову решил помыть. 152-я стрелковая дивизия, 33-й артиллерийский полк. С кем воевала бок о бок 4 года, Елена Михайловна никогда не забудет. К слову, спутника всей жизни, своего мужа, тоже встретила на войне. Врач полка, он моим потом мужем был. Вот он меня сюда и привез. Он в Коме, а я саратовская. Вот. И это самое. Ну, присмотрел, видимо, заранее или как. Супруг немного не дожил до своего 85-летнего юбилея. Самой ей исполняется 17 мая этого года 100 лет. Здоровья вам, Елена Михайловна, и спасибо за все. Анна Зубарева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.